Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 18 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Итак, у нас выпадает четверка мечей. А это значит, что сегодня лучше всего отдыхать. Сегодня лучше всего ставить на паузу нашу бурную деятельность, да, и набираться покоя. Либо, может быть, нужно разобраться с какими-то вопросами. Может быть, вы пошли не в ту сторону, да, или, может быть, понимаете, что ваши желания в данный момент вообще нельзя осуществить, то есть нет для этого возможности, да, и вам приходится просто пережидать. Так вот, по четверке мечей нам всегда нужно обдумать заново то, к чему мы раньше стремились. Может быть, нужно запланировать какие-то новые цели, или, может быть, те же самые цели, но только как-то поменять наши планы, вот, приспособить к той действительности, которая сейчас есть. Потому что вот в таком виде, в котором они сейчас, они не могут осуществиться, да. Ну и вообще, это у нас карта перегрузки информационной, да, вот неплохо было бы сегодня, допустим, сделать выходной от соцсетей, от телефона, от компьютера, да, лучше вот просто как бы побыть наедине с собой, наслаждаться природой, в общем, просто побыть в тишине для того, чтобы восстановить как-то свои силы, восстановить, перезагрузить, да, свой организм, свой ум и так далее. Вот даже если что-то не решается вот долгое время, да, какой-то тупик, допустим, то просто такой день тишины, он поможет вам по-новому взглянуть на что-то, понять что-то важное для себя. Может быть, чисто энергетически даже прийти в такое более спокойное состояние. Четверка мечей у нас Юпитер в Близнецах астрологически, да. А вот Юпитер, он требует какой-то глубины, он требует расширения, увеличения, да, то есть это такая энергия, которая вот нас просто несет куда-то вперед. А близнецы, они нас останавливают на том, что есть у нас сейчас, да, это наш ближний круг, это то, что мы умеем делать, это те места, где мы живем, это люди, с которыми мы постоянно общаемся, а нас вот все время уносит куда-то вдаль, к большим целям, к большим планам. Так вот, нужно дать себе время. Либо нужно чему-то научиться еще дополнительно, либо нужно куда-то потом будет переезжать, либо нужно менять окружение, да, и вот об этом, обо всем стоит сегодня подумать. Что будет мешать? Будет мешать дьявол, то есть будет хотеться все и сразу. Даже если мы не готовы к этому, да, нам будет хотеться это сделать как можно легче, как можно проще, может быть, с помощью других людей, с помощью денег или еще чего-то такого. Поэтому вот все-таки лучше понимать, что все, что мы имеем, мы заслужили, да, и если чего-то у нас нет, значит, мы еще пока что не готовы это иметь, значит, нужно поучиться, значит, нужно там наработать какой-то опыт или еще что-то нужно сделать для того, чтобы вот наши желания осуществились. И вот карта удачи у нас девятка жезлов сегодня, а это значит, что мы сделали все, что могли вот на данном этапе, и останавливаться нам сейчас нужно только для того, чтобы передохнуть, перезагрузиться, переоценить то, что есть, и дальше идти уже вперед. Тогда уже будет у нас успех. Вообще девятка жезлов – это карта таких дальних целей, это карта будущего, да, которая вот опирается на наше настоящее, на то, что мы уже сделали, что мы уже добились. Вот. Но в любом случае здесь нужно время для того, чтобы в это будущее перейти. Да? То есть нужно как-то почувствовать себя, оценить себя, добавить то, что необходимо, добавить то, что вот нам нужно как раз для вот этого повышения, для изменения. Потому что просто так мы там не окажемся. Обязательно придется вкладываться, обязательно придется анализировать все. Может быть, придется менять окружение, может быть, придется менять место жительства. В общем, какие-то перемены все равно придется осуществлять. Давайте посмотрим, что будет в отношениях. В отношениях рыцарь чаш у нас, то есть здесь все хорошо, и
Карты нам обещают романтику, карты обещают влюбленность, обновление чувств, может быть, какие-то приятные поездки, прогулки, походы в рестораны, в кафе, может быть, просто в парках какие-то встречи, либо вечер при свечах, да, у нас романтика, в общем, в отношениях обеспечена. Для тех, кто в поиске партнера, вы можете встретить человека в путешествии, вы можете встретить человека, покупая или продавая что-то. И этот человек, скорее всего, будет такой очень шустрый, будет, знаете, такой предприимчивый, веселый, разговорчивый. Для тех, кто в паре, валет пиковый, здесь у вас очень много нового в ваших отношениях почему-то сегодня, да, вы как будто бы новыми глазами друг на друга смотрите, вы как будто бы начинаете заново ваши отношения, какой-то период. Вот смотрите, здесь у нас период такой заморозки, да, а здесь наоборот весна. То есть это, скорее всего, в один же день будет происходить. Допустим, утром или там полдня будет какое-то состояние сложное, да, а к вечеру уже у вас будет меняться настроение. Но вот по рекомендации этого дня, да, нужно, знаете, быть таким, ну, открытым, что ли. Вот открытым, искренним, и тогда вот обязательно у вас получится вот в отношениях как-то все обновить, улучшить. Кстати, вот может быть еще в отношениях как? Может быть, один из партнеров как-то незрело себя ведет или, может быть, не берет на себя, допустим, какую-то ответственность, не заботится. Или, может быть, допустим, нужны деньги там для детей, для семьи, да, а он как бы не зарабатывает, не имеет возможности, да, вот, а как бы одними чувствами, одной любовью сыт не будешь. И вот на почве этого может быть еще конфликт. Что еще важно? Может быть, вот знаете, есть такая у нас привычка. Допустим, нам нужна любовь, нам нужна забота, а мы молчим, ничего не говорим об этом, да, и вот думаем, что вот наш партнер должен об этом догадаться. Так вот, вы, если, допустим, будете таким образом поступать, то вы ничего не дождетесь и будете потом обижаться. А лучше сказать, все-таки карты говорят, сказать о своих потребностях для того, чтобы вот ваш партнер их удовлетворил. И тогда не будет никакой обиды, все будет решено вовремя. Для тех, кто в ссоре, вот здесь может быть и как окончание отношений, и как, знаете, переход их на новый уровень. Но то, что что-то поменяется, причем резко, это 100%. Что-то все равно вас тут очень сильно удивит. Либо ваш партнер как-то поведет себя не так, как вы ожидали, либо ситуация какая-то сложится. И вот от этого будет зависеть вообще, как у вас будет дальше. То ли вы совсем закроете эти отношения, либо они у вас на новом уровне начнут продолжаться. Работа. У нас маг выпадает, старший аркан. И это значит, что в работе у вас все будет ладиться. Да? Вы можете влиять на окружение, вы можете использовать все возможности, которые к вам приходят. Замечательное время для того, чтобы куда-то поехать, для того, чтобы учиться. Ну, просто тут очень хороший день для работы, подходящий, скажем так. Аркан выпал. Для тех, кто в поиске работы, вы можете как раз неожиданно найти работу. Кстати, здесь может быть несколько вариантов у вас, и вы будете выбирать, скорее всего, даже сложно вам будет выбрать. Может быть, кстати, придется обращаться к кому-то, чтобы вам помогали искать работу. Может быть, это посредники какие-то, может быть, какие-то компании специальные, да, вот, которые облегчают нам поиск работы. Девятка пиковая для тех, кто уже работает. Здесь у вас все стабильно, здесь у вас все идет на лад, в рост. По девятке пиковой обычно у нас ситуация стабильная, условия надежные, и вы как-то настроены еще как бы долго здесь работать. В принципе, все тут в порядке. Для тех, кто своим делом занимается, дама трефовая. Карта говорит о том, что здесь могут быть какие-то сложности, трудности,
Может быть, кто-то пытается вами манипулировать, кто-то пытается вас обмануть. Но смотрите, если вы будете бдительны, да, если будете внимательны, то это не получится, да, ну, обмануть вас или манипулировать вами. Очень важно, вы знаете, вот вовремя реагировать и самим не быть агрессивными. Может быть ситуация какая-то непредсказуемая, может быть ситуация какая-то неожиданная, да, и вот очень важно, чтобы вы ей владели, вот как маг, да, чтобы не теряли контроль над собой, над ситуацией, чтобы из любой сложности делали, как сказать, делали конфетку, делали деньги, делали возможности, в общем, делали для себя хорошее. А теперь для финансов туз чаш выходит, то есть деньги здесь, возможности для денег есть, причем мы зарабатывать их тут можем довольно такими приятными такими способами. Это могут быть деньги через творчество, через искусство, через любимое дело. Это могут быть деньги, которые мы зарабатываем с какими-то приятными людьми, общаясь. Это деньги, которые нас радуют, да, и вот когда мы их тратим, мы тратим на что-то такое приятное, хорошее. Кстати, деньги можем тратить на самореализацию, на какое-то обучение, которое вот для вас важно очень. Ну и, конечно же, здесь шанс какой-то на новый какой-то, как сказать, на новый источник денег. Для тех, у кого есть работа, да, кто на зарплату работает, у вас что-то меняется здесь в деньгах. Действительно, либо какое-то новое предложение у вас будет, либо повышение зарплаты, либо, может быть, вы переходите на какую-то работу, и у вас здесь гораздо лучшие условия оплаты. Ну, в общем, у вас с деньгами тут улучшение идет. Ну, и у тех, кто своим делом зарабатывает, вот карта говорит о том, что у вас прям ситуация проясняется, идет на лад, да, то есть самое главное вот этими шансами воспользоваться, которые предоставляются. Неожиданности дня, пятерка мечей. Карта говорит о том, что, может быть, вы будете участвовать, может быть, либо в конкурентной борьбе в какой-то, либо, может быть, появятся люди, которые будут вас критиковать, или, может быть, какие-то несговорчивые клиенты. В общем, трудности в общении, трудности в коммуникации, и не просто в коммуникации, а вот именно когда вам друг от друга что-то нужно, да, когда у вас есть какие-то обязательства, обещания друг перед другом. Вот тогда вот здесь может быть сложно. По итогу дня семерка червовая. Карта говорит о том, что в итоге вы будете довольны, в принципе, тем, что сделали. Вы чувствуете, что вы растете, развиваетесь, либо растут и развиваются вот ваши близкие, ваша семья. Улучшается ваше вообще вот положение вашей семьи. Может быть, кстати, перемена статуса тут какого-то будет у вас. Но, в принципе, вы довольны, вам комфортно. И вот это ощущение роста, может быть, через трудности, конечно, да, оно вот присутствует. То есть вы как бы гордитесь собой, что вы стараетесь, преодолеваете, да, не теряете при этом себя. В общем, вы довольны тем, что происходит. Друзья, желаю всем прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.